Мой город Ош, это родной город. Здесь я вырос, здесь я родился, провел все свои юные года, в принципе, учился тут. Я, когда путешествую во многих странах мира, я всегда скучаю по этому городу. По самсам, по плову, который здесь готовят. И вообще здесь люди добрые, и он на самом деле прекрасный город считается. Он такой колоритный, восточно-колоритный город. Мы здесь граничим с Узбекистаном, там с Таджикистаном, получается. Вот как вы видите, здесь инфраструктура, конечно, желает лучшего, но тем не менее, вот старая архитектура здесь сохранилась. И она мне как-то больше по душе, что ли, из-за того, что я вот вырос в таком колорите. Когда я прилетаю сюда, я в первую очередь посещаю родительский дом, а потом езжу по родственникам, которые соскучились по мне, и я по ним. Дальше потом встречаюсь с друзьями, потом мы едем в чайхану, как обычно, обсуждаем, разговариваем. И дальше, если у меня бывает время, то я посещаю таких авторитетных аксакалов, взять дуа от них, получить дуа от них. Вы знаете, за границей там тоже свои проблемы есть, но они ушли в какой-то степени, в какой-то мере вперед. Вот я желаю для своего народа, для своей страны образованную молодежь, трудолюбивую молодежь, честную, справедливую, достойных джигитов и прекрасных женщин нашей страны. Ну, в принципе, мудрых. Дети мои будут жить здесь. И, надеюсь, получат образование здесь. Если мы постараемся, то мы поменяем сферу образования, построим хорошие образовательные центры, будем отправлять учителей за границу, чтобы они получали хороший опыт, в принципе. Ну, здесь можно достойно жить, но нужно стараться, только нужно трудиться день за днем. Вы знаете, я проработал во многих странах мира, и у меня тут никогда не возникало желания остаться там. И вот на сегодняшний день мы трудимся, работаем, но я вижу, что у нас есть возможности зарабатывать так же, как за границей, и даже иногда даже больше, в принципе. Ну, для этого нужно иметь правильное дело и иметь, конечно же, в первую очередь ресурсы, ну и чтобы у тебя была хорошая поддержка и со стороны государства, и со стороны народа тоже. Потому что если ты что-то выпускаешь, что-то изготавливаешь, то у тебя должен человек покупать ее. А если он не будет покупать, то, конечно, у тебя и заработка не будет. Каждому человеку свойственно ошибаться. Ну, если бояться, то зачем идти? Я не боюсь, конечно, я буду требовать справедливости во всех делах. Ну и, конечно же, больше выгоды и блага для народа и для государства есть на международном уровне. Ну, а чтобы так бояться и не идти, то это не по мне. Если бы я много чего боялся бы, то я бы не достиг бы таких успехов, которые я сейчас достиг в данное время. Вот я вам приведу пример. Исхак Разаков. Он довольно-таки рано начал свою политическую карьеру, 26 лет. Он много сделал для народа, он много построил. И вообще он у нас ассоциируется как чистый человек, который никогда не был соучастник в какой-то коррупционных действиях. Даже у него есть высказывание «Мен таза болсом, сен таза болсом, қауым да таза болады». Вот нужно прям... Молодежь должна больше смотреть на него и больше о нем читать. Я не могу сказать за последние годы, что да как было. Вот на сегодняшний день только народ может избрать партию, человека, которого они хотят видеть депутатом. Да, ресурсы нужны, это однозначно. Но есть и авторитетные люди, которые они сами поднимаются. Есть люди, которые помогают, чтобы продвинуться вперед. Та же самая молодежь на сегодняшний день. Мы слышим много агрессивных слов, скажем, в сторону молодежи, в сторону молодых политиков.
Вот то, что они чьи-то там кадры, то, что они под кем-то. Это не так. Если он добился таких успехов, то почему бы ему не пойти в политику и помочь государству, когда вот она, грубо говоря, в шатком положении на сегодняшний день. Это осознанный гражданский долг, я считаю. Вот пусть меня не судят многие, но это мое личное мнение, то что вот человек, который родился в своей стране, он обязан служить стране, он обязан служить народу. Депутат – это голос народа, это голос электората, которые его избрали. Депутат в первую очередь, он должен делать то, что обещал своему народу. Это самое первое. Депутат должен издавать такие правильные законы, которые будут помогать и облегчать жизнь нашим гражданам и нашему государству. И депутат, он всегда должен быть среди народа. Вот, например, я не люблю тенденцию такую, чтобы депутат, он ехал на определенной машине и с определенными госномерами, чтобы депутат там вот, имел вот везде вот почетное место. Но депутат, он же с народом, он же голос народа, он должен быть среди народа, он должен знать их проблемы, он должен знать нерешенные дела государственные. Он должен быть вовлечен во все сферы, вот, которые он может осилить. В принципе. А которые он не может осилить, то это пусть другой депутат делает. Последнее, это, вот мы видим, это медицина, образование и воспитание. Вот насчет медицины я вам хочу сказать. Вот мы все стали свидетелем последний случай, когда вот нашу страну проникла эта коронавирусная инфекция. Наши медучреждения не справились. Они работали изо всех сил. Приехали российские медики помогать. Мы получили консультации от многих врачей чуть ли не со всего мира. Мы нуждались в лекарствах, мы нуждались в скорой помощи. Люди попросту умирали некоторые, что не дождались врачей. Это все говорит о том, что вот за последнее время, за последний период в Министерстве здравоохранения была полная чехарда. Чехарда в чем? Лекарственное обеспечение, ее не было, грубо говоря. Врачей не обучили, хотя у нас карантин объявляли до того, как коронавирусная инфекция проникла в нашу страну. Протоколы лечения, они были у всех разные, хотя говорили одно, а выявлялось другое. Вот нам нужно просто реорганизовать всю структуру здравоохранения. Как мы видим, образование у нас не в лучшей ситуации. Например, дистанционное обучение, которое в последнее время. Мы прекрасно понимаем, что это не обучение. Мы еще не готовы к этому. Наш народ к этому не готов. Вот я вам приведу пример. Недавно у одного нашего знакомого был урок. Посещаемость 3 человека. И учительница вот в этой программе. И все спрашивают, а где они? Она говорит, вот я сижу и всех жду. Там где-то нету связи, там у того батарейка села, а у остальных нету возможности выйти в связь. Например, это. Плюс у нас самая главная проблема в образовании – это коррупция. Студенты привыкли не ходить, не посещать лекции, уроки, грубо говоря, благодарить там, учителей и получать свои зачетные книжки. Это не секрет никому, что многие вещи можно купить, даже тот же самый диплом. Нам нужно устроить тотальный контроль в сфере образования, и не допускать таких вещей. Но я надеюсь, народ потихоньку поймет это все, и будем двигаться в правильном русле. Вот я вам честно скажу, раньше воспитание у молодого поколения, вот наши года, было на превосходном уровне. Мы всегда уважали старших.
мы никогда не могли повысить голос на старших, например. И проблема плохого воспитания на сегодняшний день. Молодежь уезжает на заработки в другие страны и теряется контроль, семейный контроль. Сколько семей рушатся из-за этой иммиграции, сколько молодых ребят уходят в неправильный путь, выбирают плохой путь развития, грубо говоря. Первое – это реформа образования. Второе – это реформа медицины. Третье – это реформа системы налогообложения и помощь бизнесу и предпринимателям. Четвертая реформа – это изменение инфраструктуры городов. Пятая реформа – это верховенство закона, реформа судов. Реформа в образовании. Первым делом мы хотим построить инновационные колледжи для молодежи, придать учителям особый статус. Вот насчет особого статуса учителям, я вам расскажу, как в Японии относятся к учителям. В Японии нету День учителя. Когда они едут в метро, пожилой человек им уступает место. Неважно, какого он возраста, он обязательно уступает и прям настаивает, чтобы он сел. Когда он идет в магазин, у него есть небесная льготная скидка. Когда он покупает билеты в самолет или еще на какие-то виды транспорта, у него обязательно есть льгота. И учитель у них самый почетный человек в обществе. На каких-то мероприятиях они сидят на первых рядах. В Японии учитель расценивается как он уже идет после матери, после родителей ребенка. Первые 2 класса, как мне память не изменяет, они изучают, как вести себя в обществе в основном, а потом уже идут основные предметы. Так что нам нужно придать особый статус учителям, и это даст больше возможностей, и стимула для учителя, чтобы он обучал учеников в полном объеме. И, конечно же, у нас есть планы отправлять учителей за границу и получать бесплатные семинары повышения квалификации и навыков. В сфере медицины мы хотим запустить строительство высококвалифицированного медицинского центра, который народ может обслуживаться. Плюс мы хотим обучить многих наших врачей за границей, или они посещали семинары, даже те же онлайн-курсы, чтобы их обучали, и они могли повышать квалификации. И еще основная проблема – это скорая помощь, медицина, которая нам в таких острых периодах не хватает. Конечно, мы будем требовать, чтобы они закупили больше скорой помощи, машин скорой помощи и реанимобилей. Мы это будем, если наша партия пройдет, конечно, мы будем поднимать эти вопросы. В принципе, у нас есть это в планах. Насчет помощи предпринимателям и системы налогообложения. Мы хотим создать условия для сокращения государственных проверок. Хотим издать законы, которые исключают коррупционные схемы в проверках, налоговых проверках и во всяких разных структурах. Мы создадим благоприятные условия и сократим налоги для предпринимателей и для населения всего. По крайней мере, постараемся проработать в этом направлении. Мы разработаем новый механизм для строительства льготного жилья по себестоимости. И постараемся сделать так, чтобы сумма основного долга погашалась в начале. Как любой гражданин, я буду требовать реформу судебной системы, и чтобы наша партия продолжала в этом же направлении развивать судебную реформу и законодательство. Мы будем дальше прилагать все усилия над реформой судебной системы и законодательства нашей страны. И будем добиваться, чтобы верховенство закона соблюдалось во всех уровнях госструктуры, потому что мы должны создать благоприятный имидж для страны, для инвесторов, для туристов, для людей,
которые хотят вкладываться в наши села, в наши города, в нашу республику. Наша программа охватила еще улучшение инфраструктуры городов. Инфраструктуру городов нам обязательно нужно делать, потому что в первую очередь нам нужны туристы, которые должны посещать нашу страну. Тот же самый Иссык-Куль, тот же самый город Ош. У нас, например, в городе Ош инфраструктура не сильно развита. Нам нужно построить очень много мостов, развесных путей. Даже вот по дороге север-юг вот у нас как раз строится альтернативная дорога, что больше радует. И мы будем продолжать работать в этом направлении и улучшать, и давать свои советы нашему государству в этом плане, чтобы мы могли иметь больше возможностей принимать туристов.